Никаких футбольных команд, голов и болельщиков. Этот стадион в поселке Гвардейское на время превратился в эпицентр массового гуляния. Батуты, аттракционы, аниматоры и подарки. С самого утра здесь работают игровые площадки, а герои любимых мультфильмов развлекают детей. Все это для самых маленьких гостей фестиваля. Угощать малышей сладостями и устраивать им праздник – одна из главных традиций крымских татар. Под открытым небом соцветие культур. На сцене лучшие творческие коллективы полуострова. Кульминация концерта – выступления артистов Крымско-татарского музыкально-драматического театра и фольклорного ансамбля «Крым». Красиво все так, масштабно. Очень приятно, что такие проходят мероприятия. Очень прям. Праздник мне нравится очень, потому что узнаешь для себя новое что-то, и именно узнаешь для себя музыку крымско-татарскую, открываешь ее для себя, танцы крымско-татарские, это все очень интересно. Отличные, побольше бы такие праздники для нашего народа, для наших детей, чтобы знали традиции. Это уже 7-й по счету фестиваль крымско-татарской культуры и творчества. Организаторы уверены, мероприятие вскоре достигнет республиканского масштаба. А на этом поле это 3-й районный фестиваль на таком масштабном уровне проводится. Дети год готовятся, шьют новые костюмы, изучают новые танцы, новые песни. Более того, они знают, что их ждут здесь аниматоры, бесплатные угощения. На фестивале состоялся турнир среди мужчин и юношей по национальной борьбе «Куреш». За звание лучшего борца соревновались десятки спортсменов, а самый сильный в качестве трофея получил живого барана. Ну как вам подарок? Нормально. Тяжелый? Да. Достойный подарок? Отлично. Помимо массовых гуляний на фестивале подвели итоги конкурса изобразительного искусства «Алтын-Кусь. Золотая осень». Самых лучших наградили планшетами и почетными грамотами. В церемонии награждения принял участие депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Этот древний крымско-татарский праздник сегодня объединяет всех крымчан вне зависимости от этнического, конфессионального происхождения. Вот это и есть вот те скрепы, точки сбора, которые позволяют нам быть вместе. Поэтому я действительно очень рад этому и поздравляю, пользуясь случаем, также всех крымчан с тем, что у нас есть такие объединительные мероприятия, праздники, которые нас соединяют, делают нас ближе друг к другу. Дарвиза – праздник окончания сбора урожая. Его отмечают День осеннего равноденствия 22 сентября. Празднование Дарвизы в самом крупном аграрном регионе Крыма стало традицией. В целом, вот если подвести итог, скажем, уборки урожая, да, и проведения этого праздника, это, скажем так, олицетворение того, что в Крыму все получается. И у аграриев, и на уровне межнациональных отношений есть общая политика. А это ярмарка декоративно-прикладного искусства. Наглядный пример межнационального единения на полуострове. Здесь представлены работы мастеров самых разных народов. На ежегодном фестивале Дарвиза каждый нашел развлечения по душе. Можно сказать, что праздник удался. После окончания концерта гостей и жителей поселка ожидает дискотека 80-х. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, телеканал «Милет».